Ну что, друзья, мы продолжаем. Сезон сбора урожая, он вот, знаете, на самом пике. Хочется спросить, ты все помидоры собрала на своих грядках? Ага. Ну, если ты не все, то уверен, что наши телезрители точно половину уже собрали, а половину готовят. Заготовки, соленья, варенье, квашни, что там еще Вау, может у быть? меня прям Это прям вот сейчас очень актуально. У нас в гостях специалист по коррекции пищевого поведения, которая расскажет, а действительно Как ли правильно выкинуть все банки, то, что наверное. вы делаете, вам нужно по состоянию здоровья. Оля, доброе утро. Доброе утро. Итак, вообще варенье, начнем с него, да, оно может быть полезным? Если, в принципе, брать варенье как явление, да, то вспоминаем для начала, как оно готовится. А готовится при помощи термической обработки. Да. И надо помнить, что при термической обработке часть витаминов просто разрушаются. Уже Да. при 40-60 градусах, например, тот же витамин С, он просто разрушается. Поэтому считать, что варенье – это прям кладезь витаминов, наверное, не стоит. Но это однозначно лучше, чем ничего. Поэтому, да, польза некоторая есть. Но, А сахара там сколько? вот, совершенно верно. Во-первых, там огромное количество сахара. И, соответственно, исходя из этого, мы можем с вами съедать варенье, но 3-4 чайные ложки в день, чтобы не повредить себе. Да здрасте. Здрасте. 3-4 банки. Вот это да. Ну, тогда мы ждем диабета и ожирения в гости. Но если мы все-таки едим норму, там, 3-4, ну, хорошо, 5 чайных ложечек небольшие в сутки. Минуточку. Сейчас Иванчик сделает вот такой вот Волшебство, небольшой да. фокус. Будешь говорить, как настоящая артистка. Ой, здорово, шикарно. Так вот, вернемся к нашему варенью. Там действительно очень много сахара содержится, поэтому мы не можем есть много варенья, иначе мы приведем себя к диабету и к ожирению. А если они уже есть, то тем более варенье не стоит употреблять. Так вот, друзья мои, получается, что в 3-4, 5 чайных ложечках, не так много будет, в принципе, витамин. И пытаться покрыть недостаток витаминов зимой при помощи варенья смысла особого на самом деле не имеет. Поэтому что я рекомендую? Лучше эти ягодки собрать и заморозить. Идеальный вариант. Ой, у меня сейчас это прям вот... Ну, это не так вкусно. Все равно хочется там посыпать сахарочек. Можно добавить немножко сахара и заморозить. Это вот очень так. вкусно. Замороженные ягоды, в них сахарочка немножечко. А перетертые, Идеально. вот смотрите, у нас в Сибири, да, родом я с Байкалу, озера, у нас там перетирают ягоду с сахаром. А как это? Тоже хороший вариант, но опять же помню, Нет, что в банках. витамин С лучше сохраняется либо в крупных кусках, либо вообще не порезанных каких-то фруктах, ягодах. Но тем не менее, в общем, про витамин С мы забываем, то, что он зимой как-то может храниться в варенье и в ягодах. Но, например, такие витамины, как витамины группы В, витамин А, витамин Е, они прекрасно в этом варенье сохранятся, в том числе перетертом. Более того, есть такое варенье, пятиминутка называется, хозяйки знают, варенье, которое очень быстро варится. В нем тоже намного больше Которые сохраняется купили витамин. в магазине. Нет, 5 минут действительно варится. В нем больше витаминов. В нем больше сохраняется витаминов, потому что оно недолго подвергается термической обработке. Однако, что важно знать про варенье, не стоит его хранить годами. Есть исследования очень интересные, Вот. которые показали, что варенье, так как там различные кислоты вырабатываются в том числе и канцерогены. И в пятиминутке, если их нет, то если эту пятиминутку варенья, я имею в виду, хранить в течение года, полутора, то там уже превышение канцерогенов, оно бьет просто все рекорды, там, в 1,5-2 раза превышает допустимые нормы. Поэтому даже пятиминутку варенья мы больше года не храним. Если у вас остались там баночки с 95-го года... Вот у нас бабулька От любит Рождества это перед Христова. новым сезоном раздать все старье из погреба. Ну что ж, пропадать добру, что ли, говорит она. Еще и банки мне освободите, мне новое закатывать. Ни в коем нужно. случае, особенно если это слива, особенно если это вишня с косточками, там есть предшественник синильной кислоты, не самое полезное вещество для нашего организма, поэтому, повторюсь, больше года вот это все хранить точно не надо. Хорошо, к соленьям переходим. Кому вообще следует отказаться от них? Во-первых, людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, однозначно это не их еда. Людям с ожирением тоже все-таки как-то дозировать, потому что вызывает отеки. Но, опять же, людям, у которых повышенное давление, тоже не совсем их продукт на самом деле. Опять же, за счет задержки жидкости. Страны, либо с ожирением, либо с давлением, либо еще какие. А вот тут Так смотришь, вообще никому нельзя. самый корень. Берем маринованные огурчики. Уксус как раз способен нормализовать давление.
Вот те раз. Прекрасно. А квашеная капуста, вот это, по-моему, полезная как раз. Хороша закуска, квашеная капустка. И подать не стыдно, и съедят не жалко. Это прекрасный продукт, как я говорила, с витамином С в варенье это проблемы. А вот витамина С как раз в капусте огромное количество. То есть суточную норму прям покроете. Квашеной в квашеной капусте 200 грамм, 150-200 грамм капусты в день. Особенно с мясом. Почему? Потому что там содержится большое количество витамина В6. Прекрасно позволяет как раз усваивать белковую пищу. Поэтому, наверное, неспроста квашеную капусту к мясу чаще всего подают, в общем-то. Поэтому, да, квашеная капуста – это прекрасная вещь. Но опять же помним, что квашеная капуста хранится в течение 8-9 месяцев. Ага, то есть бочки мы не закатываем, а только Бочками не надо. столько, сколько нужно. А помидоры, огурцы соленые тоже максимум год? До 2 лет. Ага, а вот это выгодно, значит, выгодное производство. Вопрос к тому, где они будут храниться. То есть, если там прохладная температура, подпол, да, например, там где-то, плюс 4, они до 2 лет спокойно могут храниться. Но, опять же, вопрос, как это все, насколько это все стерильно было сделано, насколько чисто, какие крышки. Если это пластиковые, то точно 2 года не прохранится, до года. Я правильно понимаю, если варенье хранится больше года, ты его употребил в пищу, может это вызвать какую-то интоксикацию? Да, особенно если вы прям как Карлсон любите побольше варенья, 5 банок. Точно не надо так делать. У меня возник вопрос, вот прямо сейчас, вот прямо здесь. Значит, в Башкортостане ее называют хреновиной. Значит, у нас в Сибири это называется горлодер. Кто-то называет огонек. Ну, в общем, это что? Это прокрученные помидорки, да, с чесночком, с хреновиной, да, вот это. Это термически обрабатываемо? Нет, это не термически обрабатываемо. Сколько может храниться вот такой продукт и полезен ли он? В любом случае, про домашние закрутки, когда мы говорим, опять же, вопрос тому, как это все было обработано, в плане стерильности я сейчас имею в виду, и какие мы продукты брали. То есть, если они уже подпорчены, как некоторые хозяйки, да, съесть не хочется, а вот туда вот не надо засаливать. А так не надо делать на самом деле, лучше взять нормальные продукты, то также где-то до 2 лет. И, кстати, про огонек, так как там содержатся помидорки, и, в принципе, помидорки содержат такое вещество, ликопин называется. Так вот, это вещество, оно способно приостанавливать рак молочной железы и простаты у мужчин. Это прекрасный продукт. Вот сейчас, например, солнышко яркое, да, и именно красные помидоры, не желтые, не зеленые, не черные, а красные помидоры, они помогают предотвратить рак кожи. Это мы про свежие говорим помидоры? И консервированные тоже. Любые? Да, то есть если у человека есть раковое заболевание, он может проконсультироваться со своим врачом. Возможно, он и так принимает добавки, где есть ликопин, и он может также дополнительно брать это из домашних засолок. Мне кажется, этим утром вы узнали чуть больше, чем знали до Да этого. у меня вообще весь мир перевернулся. Я побежала за помидорками. Помидорка я сегодня побежала за помидорками, но профилактика. В смысле, у меня все хорошо. И тебе тоже профилактироваться нужно. Специалист по коррекции пищевого поведения Ольга Хафизова была сегодня вместе с нами. Оля, тебе хорошего дня. Как всегда, так интересно, вкусно рассказываешь. Кушать захотелось, Очень. да? Приятного аппетита тем, кто завтракает. Мы с вами, пожалуй, тоже отправимся в наш ресторан-столовую. Хорошего четверга, классного дня и оставайтесь с башкирским спутниковым телевидением. Ну, вы знаете, да? Переключать БСТ нельзя, это противозаконно. Лилия Курамшина. Иван Тихонов, Пока-пока. мы все сказали.